Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 26 октября, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Задавайте свои вопросы на нашем портале nvk-online.ru. Звоните нам в студию. Телефоны вы сейчас увидите на своих экранах. 35 33 10. Мы будем рады любому интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Виктор Амухов. Виктор Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Рад вас видеть. Виктор Викторович, сразу по-деловому. Вы курируете в том числе вопросы транспортного комплекса, дорожного хозяйства, завоза топливно-энергетических и материально-технических ресурсов, а также продовольствия. Что можно сказать об итогах прошедшей навигации 2015 года и, соответственно, северного завоза? В общем, северный завоз, навигация, начинается уже с февраля месяца. Подготовка уже. Это подготовка флота, подготовка компаний судоходных и выходом распоряжения председателя правительства о создании комиссии по завозу грузов, которая полностью контролирует, координирует этот завоз и под контролем, конечно, главы республики. И в этом году, в 2015 году, у нас навигация началась 19 мая с поставкой угля Джабара-Кихая на Амгинский улус, это Амгинская река, Амга, которая всегда быстро милее. И вот таким образом операция начинается Амгинская, потом Вилюй река, и потом начинается депонация грузов по реке Яна, по реке Колыма и по реке Индигирка. И потом начинается полностью завоз Арктики, завоз 2015 года. И в этом году в целом завоз состоялся в объеме 1 320 000 тонн. С корректировкой то, что был план 1 374 000 тонн, и с учетом остатков именно и с проблемой достаточно трудных условий в этом году навигация прошла, именно обменением реки Лена, именно в верховьях, это Усть-Кута. И поэтому корректировка мы планы сделали, все 50 000 тонн мы будем поставлять через Томот, это горюче-смазочные материалы. Это Саханефтегазбытом, который будет поставляться в центральные районы и городе Якутске. И остальные полностью груза на Арктику, это начиная с Колымы реки, Индигирка, Яна и полностью по всей реке Лена, Вилюй, Алдан и Амга полностью груза доставлены полностью на землю. То есть можно считать, что план по северному завозу реализован и выполнен на сегодняшний день. Выполнен, да. Остались какие-то небольшие дозавозы? Да, до завоза, конечно, оставляется это, когда зимник, да, открывается, когда мы уже навигацию поставляем полностью по всем базам, то есть полностью в центральных районных центрах, и отсюда с нефтебаз, с баз полностью отправляется в населенные пункты и до завоз полностью, да. Вот именно продолжение завоза груза. Виктор Викторович, мы с вами говорили до программы, я спросил вас про Булунский район, про топливо, и вы сказали, что... Да, Кусюр была проблема, которая вот ежедневно, ежегодно, поставляется как. И в этом году чуть задержали, но до декабря полностью мы поставили около 9 тонн для населения продажи, а потом зимникам уже будем поставлять, уже решение уже принято, поэтому уже этот напряженку уже снят. А какие реки, помимо Амги, которая, как вы сказали, мелеет достаточно быстро, и Лена, которая была мелководна достаточно в этом году, да, какие реки еще, такие сюрпризы преподносили по мелководью именно? Каждая навигация, всегда проблемы бывают именно в тех или иных направлениях. Это у нас традиционно, у нас всегда обмеление реки, всегда у нас Индигирка, когда у нас прибывает вода, мы завозим полностью так, и это Паяне, у нас всегда проблемные участки, поэтому мы сейчас уже ориентируемся поставкой зимним завозом, да, и в навигацию, когда первым туром мы подготовимся хорошенько и начинаем завозить, поэтому вот есть такие проблемы. Но в этом году у нас давно уже в 2013-2003 году обмеление было Лены, Верховья, в Усть-Куте, да. В этом году очень упала вода, в этом году очень такая низкая вода в Лене была, но когда вот мы основной поставщик ЛОРП, у нас представитель ЛОРПа в Усть-Куте есть, да, и в общем полностью стратегии и планы логистики сделали таким образом в этом году, что жизнеобеспечивающие грузы мы до конца июля, до начала августа полностью мы с Усть-Кута уже отгрузили. А уже с июля, уже конца июля уже начала падать вода, и уже у нас проблемы уже с сухогрузами, поставки Газпрому у нас уже появлялись, потому что когда уже вода низкая, когда у нас мы
не полный груз уже берем в баржах, это уже 50%, иногда бывает до 30-40% до груза мы берем на баржу, и тогда у нас уже и убытки, и поставки, но и поставлять надо, именно и «Газпром», и так далее. А «Газпрому» вы имеете в виду на магистральный вот этот Да, газопровод магистральная «Сила Сибири». И А что туда завозите, кстати? Ну, основная у нас грузы, там трубы большого объема, это Да, понятно. транспортировка газа. Да? И общий объем в этом году составлял больше 300 тысяч тонн. Поэтому основную долю поставили, конечно, это наш ЛОРП. Да. И есть Верхнеленские, есть и другие компании, которые участвуют в завозе всей нашей республики и в целом нашим по Ленскому бассейну. Это значит по всем рекам нашей республики где-то 700 уже судов в этом году работало. Около 4000 людей полностью именно заняты были навигацией, завозом грузов в этой навигации. Чтобы закончить «Силы Сибири», скажите, пожалуйста, а будет еще довзавоз? Ведь они же круглогодично там работают, да? Они заводят круглогодично. Сначала они поставляют в Ускуте. С Ускута, когда навигация, они рекой, а когда уже зимник, с Ускута уже поставляют они зимником до верхней дорогой. Вот, который вели федеральный, она до Ускута, у нас до 140 Ускут есть, и существующая это зимником, и заводят полностью до Талаканского месторождения, Ленск, потом Алекпинск, и начинает Алдан, и начинается вот уже поставка вот таким вот зимником. Вот технологическая дорога. А хватает судов вообще? Вот хватало их в эту навигацию? Да, хватало. В этом году не было такого, чтобы полностью судов не хватало. Да. Вот у нас и разновидностей у нас очень много. Да. И сухой груз надо возить, и трубы надо возить, и топливо-то разновидно. Это и керосин, очень большая ответственность. Это и нефть, это и дистопливо, это и бензин. Поэтому суда пока хватает. Продукты же в конце концов Да, тоже. и продукты надо поставлять. Поэтому, да, суда в этом году вот именно на основании конкурса, тендера, который проводят заказчики, на основании этого, в этом году логистика состоялась таким образом. Какая-то дозакупка судосостава предполагается к следующему году. Вообще, вот мы знаем, допустим, об износе авиапарков, как правильно, в большей степени, а об износе судов как-то мы не знаем. Вот он существует износ какой-то у речных судов? Да, существует, поскольку у нас, например, больше 300 судов у нас существует в ЛОРПе, да, Ленском объединенном речном пароходстве, а в среднем судно должна работать 24 лет, 24 именно сезона, но у нас работает уже больше 30 лет. Можно представить тогда, что... Поэтому мы ремонтируем, именно ухаживаем за ними и так далее. И на сегодняшний день есть регламент Российской Федерации, что с 2018 года топливо мы должны возить двойным дном. Поэтому реновация уже такая задача стоит 2018 года, да, и мы уже в Жатайском судоремонтном заводе уже начали реновацию 7 судов. И в навигации уже начинается, когда мы уже начинаем работать в мае, уже экспертный совет Росморречфлотом, да, приезжают, мы большое совещание делаем именно с участием Росморречфлота и всех участников завоза. И завершение навигации будет буквально 28-го. Мы завершаем навигацию. Большое совещание экспертного совета Росморречфлота под руководством Галины Никентьевны Данчиковой будет проходить 28-го в 3 часа в Доме правительства. Это послезавтра. Со всеми участниками завоза, и мы должны там подвести итоги. А арктический завоз осуществляется ведь судами река-море? Да, да. А с этими судами как? Да, вот с этими судами мы уже, да, есть больше 60 у нас судов, река, море, есть сибирские проекты, есть Лена нефть и так далее. Но с этими судами, да, реновацию мы уже неизбежно должны делать, и неизбежно мы должны уже двойное дно делать. Поэтому на сегодняшний день республика будет кредитовать наш основного поставщика на 550 миллионов. В этом году уже будет финансировать 70 миллионов. И годами, до 2018 года, мы уже часть судов уже должны начать и показать, что мы начинаем регламент уже соблюдать и поставлять груза таким образом. Виктор Викторович, а когда могут на полную мощность выйти грузовые железнодорожные перевозки? Да, по железнодорожной на сегодня в 2014 году Томмот Якутск у нас была введена временная эксплуатация. Так. И на сегодняшний день есть проблемы до строительства Томмот Нижний Бестях именно подрядчиком, строителем, Транстроем. Да? Есть заказчик, служба заказчика Росжилдора, агентство.
И на сегодняшний день в одностороннем порядке был расторгнут договор, поскольку свои обязательства Атаранстрой не выполняет. Поэтому контракт расторгнут. Так, в следующем году на сегодняшний день уже идет подготовка. Есть большая комиссия, которая и с нашей стороны правительства мы входим, и Минтранс, и члены правительства. И тогда мы вот с этой комиссией мы уже трижды проехали полностью по железной дороге Томмот, Нижний Бестях, и полностью принимали, каким образом еще, сколько расходов надо, чтобы полностью доводить до постоянной эксплуатации. Да, поэтому в следующем году, в 2016 году, будет на остатках средств, которые у нас где-то около 8 миллиардов, да, мы должны делать, Росжелдор, то есть агентство, должна делать полностью конкурс. И поэтому в 2016 году должна определяться новый подрядчик. И новым подрядчиком мы планируем уже, как бы, готовим РЖД, сам РЖД, который заинтересован в этой работе. Есть предприятие Росжелдора, то есть у нас железные дороги Якутии, в лице его мы сейчас планируем, стратегические планы делаем, чтобы мы должны достроить и ввести постоянную эксплуатацию. Да. Вот на сегодняшний день мы около 2 миллионов уже возим. Полностью груза с Беркакита до Нижнего Бестяга, полностью с периметра вот этой железной дороги. Если мы 17-18, когда мы ведем, это где-то планируемся где-то около 8 миллионов. В 4 раза увеличение. Да, увеличится. Нормально. И вот именно с вводом и Наглинского. И вот, Виктор Викторович, я прошу прощения, зрители, для нас это самое святое. У нас есть звонок от телезрителя. Давайте его послушаем. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, из какого города, и задавайте свой вопрос нашему гостю. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте вопрос. Здравствуйте, я из Черского. Мне очень интересно знать. Вот завезли в этом году гнилой картофель. И обещали, что привезут, значит, взамен. Ну, частично вроде бы завезли, а вот как дальше, ну, не знаем, какие обстоятельства, и будет ли более-менее дешевый картофель. И кто контролирует, допустим, завоз? Спасибо вам. Спасибо вам большое за вопрос. Напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 35 33 10. Виктор Викторович, прошу вас. Это известная история с картошкой в Черском. Картошка была поставлена в сентябре месяце, к концу. Общий объем поставки в целом, который поставляет Минсельхоз к судами Мальчиков и Мальдебург, и они где-то около 500 тонн полностью овощей и картофеля поставляется. В Нижнеколымский улус поставлена была 37 тонн картофеля, из них 24 тонны было, ну, факт был выявлен, что испорченный картофель. И незамедлительно сразу была создана комиссия Минсельхоза, они выезжали на место в Черском, и эта комиссия должна сейчас определяться именно какая причина. Именно испортился картофель. Да? Но первое, вот то, что говорят, что заморожено, это не заморожено было. Именно дело в картофеле, и поэтому сейчас лаборатория изучает. И каким образом мы должны компенсировать. Да? Сейчас на сегодняшний день Министерство сельского хозяйства уже один самолет, один борт доставила 4 тонны 100, чтобы выйти из ситуации, чтобы где-то декабря... Ну, чтобы на ближайшее время. Да, ближайшее время, чтобы и учреждения, детские сады, школы, чтобы были обеспечены. И согласовано с работой, конечно, с администрацией района. Поэтому на сегодняшний день вот будет дозавоз, и в декабре полностью мы думаем, что до конца Нового года мы доставим еще 20 тонн, поскольку согласовано с администрацией, что если мы будем поставлять картофель самолетом, если 2-3 рейса сделаем еще дополнительно, да, тогда администрация просит, чтобы именно обратным рейсом завести в Якутск рыбу. Поэтому вот такой вот согласованность работы идет, пока картофель на сегодняшний день вот, в учреждениях, бюджетных учреждениях. Ну, то есть все там будет, завоз будет, дозавоз будет осуществлен в полном объеме, можно не волноваться. Под контролем, да. Виктор Викторович, такой вопрос приходит на ум. Помните анекдот, когда покупатель приходит в магазин и спрашивает: у вас мяса нет, а продавец ему отвечает: мяса нет, напротив, у нас рыбы нет. Вот такое может быть, что где-то чего-то не будет? Или все-таки по итогам завоза всего везде достаточно? Да, по итогам завоза полностью мы в целом
Мы поставляем 12 наименований вот именно продуктов питания первостепенной важности, ЦЗПТ называется, да? Да. И она поставляется полностью в районы арктические. И они в этом году, мы по заявкам администрации УЛУСов, в этом году полностью, в полной мере доставлено. Конечно же, это и бывают там какие-то и быстро скупающиеся, они закупают, и потом мы зимникам уже завозим, дозавозим, вот именно вот по потребностям. Понятно. Виктор Викторович, остается, Якутов к сожалению, не очень много времени. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в скором времени можно ожидать решения о переносе речпорта якутского? Так, речпорт Якутск переноса не будет, Так. поскольку на сегодняшний день у нас перерабатываем где-то около 400 тысяч тонн груза. И наоборот, мы будем расширяться. И наш речной порт якутский, да, уже в Нижнем Бестях, вы помните и знаете, наверное, да, 2 портальных крана стоят старые. Да, Да, и сейчас да, уже да. поставили, установили уже новый портальный кран. Там уже за 1 месяц только там перегрузили, уже обработали 30 тысяч тонн. Поэтому на сегодняшний день понятие того, что полностью Якутск будет переноситься, не будет. Наоборот, мы будем наращивать объемы, и будет уже планы в программах закупать портальные краны в объеме 40 тонн, которые вот... Понятно. Поэтому Ну, информация прозвучала, спасибо вам большое. Как себя... У нас есть еще один телефонный звонок, поэтому мои вопросы подождут. Пожалуйста, представьтесь, кто вы и откуда, как вас зовут, из какого вы города, и задавайте, пожалуйста, свой вопрос, только по возможности короче. У нас очень мало времени. Алло, вечер добрый. Здравствуйте. Это из Мегина Кангаласского, Екатерина Амусова. Здравствуйте. Виктор Викторович, я хочу задать один такой вопрос. На днях должна с Новосибирской области животных привезти в автомобильным транспортом, и через паромную переправу они должны до Якутска. И без очереди будут их пропускать или нет? Спасибо за вопрос. Мало времени. Да, нет. Если да, то как? Но есть такой вопрос, буквально по нашей информации, что вчера завоз состоялся живности в Черептинский район, именно вот коров, скота. Стоит вопрос именно по доставке коров через паром, поскольку у нас сегодня один паром работает, с Жатая до Тюхтюра. Поэтому этот вопрос поставили. Министр сельского хозяйства на нашу комиссию уже выходил. Будем рассматривать этот вопрос. Да. Понятно. Как зарекомендовали себя тоже очень коротко 2 земснаряда на Яне и Индигирке, которые работали в этом году? Угу. Так, ну, по Яне у нас работает Стрельченя, Олег Стрельченя, который уже с 2014 года начал работать. В этом году, конечно, были у нас и Ленский, там есть 2 земснаряда работает. Там. И она работает. И в этом году были проблемы, поэтому ПЧщики наши сделали прорезь вместо 7 километров, новую прорезь 2,5 километра. Поэтому в этом году сделали, и даже помогал Индигирка, который подходил с бара Индигирка. Поэтому они работают, и в полной мере они задачу свою выполнили в этом году. Виктор Викторович, спасибо вам большое за встречу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Виктор Амуков. А наш сегодняшний выпуск «Арены событий» завершается. Смотрите, пожалуйста, завтра в 19:00 большое интервью главы Республики Саха Егора Афанасьевича Борисова, которое он дал журналистам НВК «Саха» и «Саха-Медиа». «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.